Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Трегубенко, президент Ассоциации шеф-поваров Казахстана. И сегодня мы проведем обзор продукции компании Дамдеет. Компания Дамдеет выпускает на рынке Казахстана индейку и деликатесы из мяса индейки. Что у нас сегодня в нашей корзине? Давайте начнем, наверное, со стандартных продуктов. Это такие, как колбаски туристские называются. Вот. Вакуумная упаковка, не очень жирные, с достаточно мягкой текстурой, слегка подкопченные, варено-копченый продукт. Также у нас есть всем известные охотничьи колбаски. Здесь немного больше жира, и они достаточно такие прокопченные, очень вкусные колбаски, очень вкусный продукт. Также есть новинка в производстве, это вот такие вот вареные сарделечки. Очень вкусные, абсолютно не жирные, диетические, можно так сказать. Ну, это вот из того, что у нас в стандартном наборе для колбасного производства. Теперь перейдем к деликатесам. Первое, что я хотел вам показать, это грудка варено-копченая. Вот такой продукт. Очень хорошая текстура мяса. Посмотрите. Давайте мы сейчас вскроем эту упаковку вакуумную. Что хочу сказать отдельно за упаковку. Это очень удобная упаковка в том плане, что продукт не соприкасается ни с чем. Он герметично упакован. Вот, посмотрите, видите, минимальное количество жидкости здесь, и вот как он будет на срезе смотреться. Великолепно. Отрежу несколько кусочков. Вот так вот. Видите, великолепно смотрится. Прекрасный запах. Великолепный вкус. Следующее у нас здесь есть деликатес из мяса индейки. Это такой некий рулет, тоже вакуумная упаковка, что само по себе уже хорошо. Ну, давайте посмотрим. Так, что здесь? Да, здесь видно, что продукт из нескольких видов мяса индейки. Здесь видно, что есть грудка, есть бедро. В прожилках мы видим здесь специи, хороший запах черного перца. Посмотрим, как он себя поведет в нарезке. Ну, как вы видите, великолепно. Не разваливается, достаточно плотная структура, очень красивый на срезе. Вот мы его таким образом оформляем. Неплохо. Следующий продукт у нас рулет варено-копченый из мяса индейки кайнар. Вот здесь хочу обратить внимание, он также идет в нарезке и очень сильно напоминает такой традиционный деликатес казахской кухни, это карта. Сейчас мы вскроем этот пакет и посмотрим, как он у нас внутри. Отлично. Мы видим, красивый на срезе. Достаточно ароматный, хороший запах копчения. Так, и мы сейчас подошли еще к одному очень интересному продукту, изделию. Это колбаса варено-копченая. Называется она премьерская. Вот обратите внимание, что напоминает. Конечно же, да, напоминает всем известный деликатес из конины хазы. Сейчас мы вскроем пакет. Посмотрим, как он здесь выглядит внутри. Вот так вот. Вот можем прям вот так положить. И это будет красиво. И так как и кайнар у нас идет также не вне нарезки в упаковке, колбаса премьерская тоже идет. Вот здесь она абсолютно похожа на
знаменитые казы, но хочу отметить, это не казы, это колбаса премьерская. Давайте мы сейчас попробуем посмотреть на срезе, как она выглядит на срезе. Отлично, посмотрите, практически нет жира, но жир здесь есть где-то в процентах 15-20. Давайте мы попробуем сами нарезать теперь ее. Отлично. Прекрасная структура. Вот появился жирок. Хочу сказать, что это конский жир и конская кишка натуральная. Производство очень взято из национального продукта деликатеса казы. Вот. На вид, даже на вкус очень трудно отличить от оригиналов. Но мы хотим отметить, что здесь используется мясо индейки, а это значит меньше калорий, значит более быстро усваиваемое мясо. И переходим мы по фабрикатам такого плана. Вот обратите внимание, здесь мясо, филе бедрышек индейки, уже замаринованное и готово к приготовлению. Этот пакет для запекания. Отсюда не надо доставать будет мясо, а просто разогреть духовку до 180 градусов, поставить на 2 часа. Попозже обязательно пакет этот надуется, так как мясо начнет выделять влагу. Проколоть его в нескольких местах, чтобы он не лопнул, и ждать, когда этот продукт сготовится. У нас есть бедрышки, мясо бедрышек. У нас есть вот такие окорочка, да, голень, скажу так, голень индейки. У нас есть крыло индейки, обратите внимание, в той же самой, такой же упаковке. И есть бедро индейки на кости, внутри есть кость, вот такой размер, тоже готовое к приготовлению. Просто достаточно поставить его в духовку и приготовить. Вот что у нас сегодня в обзоре. Это, как я сказал в начале и напоминаю, что это продукция компании Дамдеет. Мясо индейки полностью используется здесь, только мясо индейки. Не добавляется никаких других продуктов, я имею в виду в частности свинину. Здесь нету свинины, это все готовится только исключительно из мяса индейки. Я думаю, что это не предел возможностей этой компании, и я думаю, что вскоре мы еще познакомимся с новинками компании Дамдеет, в частности продукции деликатесы из индейки с акцентом на нашу национальную казахскую кухню. Спасибо, всего доброго.